Усім прывітанне, Радыё Свабода пачынае прамую трансляцыю з парку сяброўства народаў, напэўна, так правільна яго назваць, ля плошчы Бенгала ў Мінску, дзе сёння адбудзецца першы выбарчы пакет кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціханаўскай. Вось бачыце вы, некалькі хвілін літаральна пачынае злочын на пачатку, вы бачыце кількасць людзей, напэўна, некалькі тысяч чалавек знаходзіцца на гэтай пляцоўцы, адносна невялікай. Як вядома, літаральна некалькі дзён таму выбарчыя штабы Святланы Ціханаўскай, Віктор Бабарыкі і Валерый Цапкалы аб'ядналіся. Вось і з сённяшняга дня фактычна Святлана Ціханаўская пачынае сваю такую актыўную агітацыйную кампанію. Некалькі гадзін таму адбыўся выбарчы пікет у Дзяржынску. Там таксама прыйшло немашмат людзей. Фотаздымкі адтуль можете на нашым сайце пабачыць Свабода.орг. Ну, вось, а тут ужо першы выбарчы пікет у сталіцы, у Мінску адбываецца ночны рух. Напэўна, сама Святлана там з'явілася ля сцэны. Пікеты і сённяшні пікет будуць праходзіць такім супольна са штабамі, як я вам сказаў, Бабарыкі і Цапкалы. І таксама каля Святланы Ціханаўскай сёння тут перад людзьмі выступяць і Марыя Калеснікава, каардынатарка штаба Віктора Бабарыкі, а таксама Вераніка Цапкала. Паведамляюць мне рэдактар трансляцыі, што ёсць праблема з сувяззю, таму будзем старацца знайсці месца, дзе наша трансляцыя лепш будзе ісці, таму зараней прабачаемся за такія тэхнічныя перабоі ў сувязі, калі яны ўзнікнуць. Зараз абыдзем сцэну, зойдзем з іншага боку, магчыма там лепш у нас атрымаецца вам паказваць тое, што тут сёння будзе. Учора вось літаральна на гэтым месцы праходзіў выбарчы пікет Андрэя Дмітрыева. Вось, ну, было значна менш людзей, так скажем. Вось, а сёння, бачым, некалькі тысяч чалавек як мінімум. Пэўна, ёсць яшчэ в ваколіцах пляцоўкі, таксама ёсць людзі. Складана ацаніць, колькі дакладна чалавек сёння збіраецца тут знаходзіцца. Напэўна, ведаеце вы, што ў адрозненне ад мінулых кампаній, прэзідэнцкіх выбарчых кампаній, сёлета ў Мінску ўсяго некалькі месцаў гарадскія ўлады вызначылі, дзе могуць адбывацца пікеты, і ўсе гэтыя месцы знаходзяцца, мякка кажучы, не ў цэнтры горада. Вось, напэўна, адзінае такое вядомае месца. Добрый вечер, шановное господарство! О, сколько народу! Привет! Привет! Так, кто пришел? Учителя пришли, поднимите руки. Учителя есть? Хорошо. Врачи есть у нас? Прекрасно. Студенты? Клево. Пенсионеры есть? Отлично. Заводские есть? Есть. Хорошо. Бизнес? ИПшники? Отлично. Фрилансеры? Хорошо. Так, поднимите руки, кого сюда привезли на автобусе против собственной воли. Есть такие люди? Даже с телефонами стали опускать, чтобы, не дай бог, не подумали. Все по доброй воле пришли? Здорово. Друзья, хочу вас обрадовать. Наша с вами сегодняшняя общая соберушка абсолютно легально, санкционирована и законно. Давайте поаплодируем. Нам разрешено здесь собраться.
Итак, друзья, пару слов о безопасности. В первую очередь о личной безопасности каждого из вас. Очень здорово видеть людей в масках. Друзья, чуть-чуть можно дистанцироваться друг от друга. Мы помним, что COVID-19, хоть официально и не подтвержден, но и пока еще не запрещен. Поэтому мы можем беречь свое здоровье и будем так делать. Второй момент. Мы рады видеть людей с национальной белорусской символикой. Спасибо. Жилья. Мы рады видеть всю нашу символику, и разрешенную, и внестатусную. Но, друзья, у Светланы Тихановской есть возможность получить предупреждение. Одно проходит, 2 предупреждения, и Светлана снимается с президентской гонки. Поэтому давайте не будем кричать громкие оскорбительные лозунги. Давайте не будем упоминать домашних насекомых и какие-то еще вот эти штуки. Не будем этого делать, потому что каждый из нас свободный человек. Он волен делать все, что хочет. И это не запрещено на нашем сегодняшнем мероприятии. Но помните, за ваши действия будет отвечать только один человек. Это единственный кандидат от оппозиции, который допущен до президентской гонки. Это... Боже мой, мы все знаем, кто это. Это Светлана Тихановская. Поэтому, друзья, давайте держать себя, нас всех в рамках приличий, в рамках законодательства Республики Беларусь, для того, чтобы не подставить одного единственного человека, который волею судеб, не хотя этого, но поддерживая своего мужа, как самый надежный и верный товарищ, Светлана Тихановская за Сергея, вот ей приходится это делать. Давайте не будем ее подставлять. Договорились? Спасибо, ребят, спасибо. Пару часов назад у нас была подобная встреча в Дзержинске. Это маленький город под Минском. И вы знаете, туда пришло тоже достаточно большое количество людей, что говорит о том, что людям интересно. Вы откуда узнали вообще про эту встречу? Из интернета, с тележки. Нормально. Телега скрипит, немножко подтормаживает, но все-таки работает. Здорово. Делитесь информацией. Что может сделать каждый из нас, друзья? Это информировать. Агитация в этот период разрешена. Поэтому сегодня мы вас всех агитируем. Агитируем голосовать за того кандидата, который близок вашему сердцу. Надеюсь, у нас идет трансляция. Просьба к трансляции. Вот эта очаровательная дама, ее зовут Татьяна, она сурдопереводчик. Если нас смотрят сейчас в интернет-трансляции люди, которые не слышат, они могут понимать, что происходит благодаря Татьяне. Поэтому просьба к операторам, когда спикер говорит, переводчик стоит рядом с ним, держите, пожалуйста, переводчика тоже в кадре. Спасибо, договорились. Так, по безопасности, по лозунгам, символика сегодня не запрещена, поэтому смело вздымайте вверх флаги, которые принесли. Это делать можно. Ну и еще один маленький сюрприз. Вот вы видели, здесь ребята со скрипочками разминались. Эти ребята не были запланированы в нашей программе. Это путешествующие скрипачи, уличные музыканты, которые распространяют уличную культуру, культуру уличной музыки в маленьких городах, там, где это, в общем-то, не принято делать. И сегодня за полчаса до митинга в Дзержинске ребята стояли возле магазина, купили водички и просто стояли рядом. Они добровольно присоединились к нашей инициативе, отыграли небольшой, но такой довольно энергичный сет в Дзержинске, и сегодня тоже начнут нашу программу, начнут с песен, которые дорого каждому белорусу. Я думаю, что в плейлисте на это лето у каждого из вас есть любимые песни, песни Ляписа, песни Цоя, песни Сергея Тихановского. Мы обязательно будем слушать эту музыку, будем включать ее в окна, будем врубать ее на магнитолах в машинах и слушать песни, которые дороги нашему сердцу. Беларусь! Ну что ж, друзья, начинаем потихонечку разминаться. Приглашаю музыкантов на сцену. Это группа... Скажите сами, я все время коверкаю ваше название, еще не выучил. Treviolin Legends. Treviolin Legends. Вот, собственно,
так пишется название этой группы. И судя по червоно-белой кнопочке справа, можно понять, что на ютубе у ребят есть канал. В общем-то, мы их за этим делом и подобрали. Они снимали свой влог в Дзержинске, случайно оказались и здесь, в Минске. Подписывайтесь на ребят, они классные. Ну что, готовы? Давайте зарядим музыкантов. Небольшой порции аплодисментов. Скоро все начнется, пока немного хорошей музыки. Можно подпевать.
что, друзья, надеюсь, что все хорошо. Доедут все-таки из Дзержинска наши 3 великолепных, смелых, красивых, отчаянных, но таких правильных женщины, которых мы сегодня приехали поддержать, друзья. Давайте поддержим, здорово. Пока не приехали, еще раз несколько слов о технике безопасности, про COVID-19. Помним, масочки, расстояние, стараемся контролировать, кашлять в кулачок и никого не смущать. Если вам не очень здоровится, то лучше послушать этот митинг поодаль. Друзья, давайте поблагодарим наших любимых Волком, МТС, Лайв за то, что вы вырубили интернет. Спасибо. Спасибо, друзья. Нагревает интерес к событиям, вы знаете, что запретный кодом всегда славят, поэтому снимайте все это, документируйте для потомков, внуки скажут нам спасибо, включайте телефоны, записывайте, делитесь в социальных сетях. В общем-то, это понятно. Друзья, буквально несколько минут мы ждем появления наших 3 главных героинь на этой сцене. Они уже на подступах, вроде бы все хорошо. Будем держать пальцы. О, начинается. Ну ничего, друзья, как пишут сейчас на футболках, на майках и кепках, любим, можем, вероможем. Отлично. Небольшая пауза, друзья, ждем, надеемся, верим, очень скоро главные героини появятся здесь, на этой сцене. Поем. Яичко не надо. Ну да, они... Что будем родить с тобой? Не для чего, что ли? Дамы и господа, Светлана Тихановская, кандидат в президенты Республики Беларусь. И представители объединенных штабов Виктора Бабарика и Валерия Цукала, Мария Колесникова.
Я Светлана Тихановская. Так вышло, что я кандидат в президенты Республики Беларусь. Я бы хотела буквально в 2 словах рассказать, почему я стою на этом месте. Многие из вас знают, что я не политик, и на этом месте люди привыкли видеть в основном политиков, которые борются за власть. Но, как вы знаете, я здесь ради любви. Мой муж... Мой муж Сергей Тихановский более года назад организовал интернет-проект «Страна для жизни», в рамках которого он встречался с разными людьми, с депутатами, с предпринимателями, с людьми простыми, рабочими. И в рамках же этого проекта он поехал по Беларуси, чтобы встречаться с простым народом, с простыми людьми и узнавать, как им живется в нашей стране. И он увидел много боли. Он рассказывал о коррупции, о бесхозяйственности, к сожалению, о прогнившей судебной системе. И когда люди попросили Сергея идти в президенты, в принципе, он с этим согласился, он решил пойти, но наши власти решили действовать своими методами задержаний. И, к сожалению, на момент регистрации Сергей сидел в изоляторе временного содержания, и по надуманной причине его не зарегистрировали. И власти думали, что на этом все закончится. Но нет, с этого все только началось. Так как в нашей семье всегда было один за всех и все за одного, я решила встать на место мужа и продолжить дело, которое для него было так важно. И меня зарегистрировали. И с того момента, ребята, мы увидели на пикетах по сбору подписей все эти очереди. Те, кто там был, вы могли почувствовать энергетику друг друга. Как это классно, когда вы чувствуете рядом не просто каких-то людей, вы чувствуете, что вы вместе. Вы пришли на пикеты с единой целью. Вы объединились в тот момент. Понимаете, ваши сердца, ваш дух стал единым целым. Вы поняли, что вы единый народ. Вы знаете, мой супруг Сергей Тихановский из-за гнусной провокации в конце мая опять находится в СИЗО. И он не может меня поддержать. Но, ребята, я не сдалась только потому, что я чувствовала все это время вашу поддержку. Мне говорили: Света, нельзя сдаваться. Спасибо. И вы знаете, я презираю власть за то, какими гнусными методами она стала избавляться от своих конкурентов. Честная борьба? Нет, не слышали такого. Самых сильных кандидатов, включая Сергея Тихановского, Виктора Бабарика и Валерия Цепкала,
не зарегистрировали, так как увидели в них угрозу. Но вы же понимаете, что сила для власти, угроза для власти – это не кандидаты. Это люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении. Они хотят жить в свободной стране, где людей не будут выхватывать с улиц в автозаке и бросать их в тюрьму по надуманным причинам. Ребята, мне было очень тяжело, поэтому я приняла помощь от штабов Виктора Бабарика и Валерия Цепкала. Мы объединили наши усилия только чтобы победить. Но этого мало, ребята. Чтобы победить, нам нужны вы все. Абсолютно все люди нашей любимой страны. И я хочу вам рассказать принципы, на основании которых мы объединились. Во-первых, мы призываем приходить на выборы только 9 августа. Нет досрочному голосованию. Второй принцип, в котором сошлись все штабы, это то, что необходимо освободить всех политзаключенных. Это первостепенная задача, а также экономических заключенных. Третий пункт нашего объединения – это то, что мы после того, как Светлана Тихановская выиграет выборы 9 августа, мы проведем новые, честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили. В этих честных выборах смогут участвовать все альтернативные кандидаты, кто видит в себе силу в них участвовать. Мы верим в то, что именно в этом году мы сможем защитить свои голоса разными способами. Поэтому мы призываем всех людей приходить в наблюдатели, чтобы мы покрыли все избирательные участки наблюдателями. Это снизит риск фальсификации. А также что бы ни случилось потом, мы обязаны защищать свои голоса. Вы знаете, мой супруг в свое время он призывал игнорировать выборы, потому что он говорил, пока, я не хочу просто называть фамилии, пока один известный участвует и одна известная считают, то у нас честных выборов быть не может. Это не значит, что мы поверили в этом году в честные выборы. Нет. Выборы будут фальсифицированы, и мы все об этом знаем. Но именно в этом году мы уверены в том, что мы сможем проконтролировать голоса, каким образом они распределялись. И мы бы не пошли на этот шаг, если бы мы не были уверены в своей победе. Но даже в том случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса. Я, Светлана Тихановская, хочу стать президентом Республики Беларусь ради перемен, ради новых, честных, открытых выборов
после 9 августа этого года. Всем большое спасибо. Я вас люблю. Света, 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 Света. Это невероятно, друзья, невероятная энергия. Просто сумасшедшая поддержка. А задние ряды плохо слышно, да? Ну, простите уж, вы поймите, друзья, что нам сложно это делать, мы справляемся как можем. Я думаю, что с каждым днем наш голос будет слышен все громче и громче. Давайте поддержим, чуть не сказал президент, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Давай разрушим тюрьму, здесь этих стен стоят Поем! рухнут, обещавшие равно. И если ты надавишь плечом, и если мы надавим вдвоем, то стены рухнут, и свободно. Ну что, друзья, ваша поддержка неоценима. Спасибо большое. Итак, следующий спикер — это представитель штаба Виктора Бабарика, который тоже в данный момент находится в тюрьме. Это совершенно невероятно, невозможно, ужасно, но это факт. И на плечи этих смелых женщин легла вся ответственность за проведение выборов 2020 года. Итак, встречаем, друзья, Мария Колесникова, штаб Виктора Бабарика. Мария! Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Мария Колесникова, и я представитель штаба Виктора Бабарика. Мне 38 лет, и большую часть своей жизни я занималась музыкой и культурой. Но последние 2 месяца моя жизнь изменилась кардинальным образом. Я приняла решение поддерживать Виктора Бабарика в этом сложном пути. Я ни на секунду не пожалела. И это все благодаря вам. Мы каждую секунду чувствуем вашу поддержку. Большое вам спасибо за это. Я от всего сердца хочу поблагодарить Веронику и Светлану и все наши штабы, которые нашли в себе мужество объединиться для общей цели. Большое вам спасибо. Это большой героизм. Мы всем знаем, какая сейчас сложная ситуация. Это большой героизм каждого из нас. И всем кандидатам, и всем людям, которые десятки тысяч людей последние 2 месяца стали на нашу сторону и вместе с нами идут к нашей цели, вам большое спасибо. Я хочу вас спросить. Беларусь за последние несколько месяцев очень сильно изменилась. Скажите, пожалуйста, вы ее узнаете? Вы ее узнаете? Что изменилось? Правильно, мы с вами меняемся. Раньше все всегда говорили, все равно невозможно ничего изменить. Но сейчас мы говорим, я могу все изменить. Боремся и исполняем мечту 2 последних десятков лет. Мечту о свободной стране с новыми рабочими местами, притоком инвестиций
возрождением национальных и культурных ценностей, безопасности, уважением со стороны государства. Почему необходимо голосовать за Светлану Тихановскую? Светлана не просто сильная и героическая женщина. Светлана – это наш билет в счастливую и свободную Беларусь. Победа Светланы! Победа Светланы – это гарантия нашей свободы. После победы Светланы на выборах мы проведем новые честные выборы с участием Виктора Бабарика, Сергея Тихановского, Валерия Цыпкала и многих других альтернативных кандидатов. Помните, это очень важно. Главный враг победы – это не режим. Главный враг победы – это наш страх. Не бойтесь, нас большинство, а вместе не страшно. Мы справимся, потому что мы справляемся все это время. Мы работаем, зарабатываем, вкладываем ценности в головы наших детей, пока государство закрывает бизнес, уничтожая рабочие места, запугивает учителей и заворачивает город в красно-зеленый. Друзья, приходите на участок 9 августа. Голосуйте за Светлану Тихановскую. Защищайте свой голос, и вместе мы победим! Любим, можем, переможем. Любим, можем, переможем. Еще любим, можем, переможем. Сами любим, можем, переможем. Еще любим, можем, переможем. Еще любим, можем, переможем. Объединенным штабам Светланы Тихановской, Валерия Цыпкала и Виктора Бабарика. Один короткий, 2 раза длинный, протяжный гип-гип. Ура! 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 Ну что ж, друзья, давайте такими же бурными, продолжительными и открытыми, искренними аплодисментами встретим еще одну красивую, сильную и правильную женщину, которая представляет сегодня штаб несостоявшегося, к сожалению, кандидата Валерия Цыпкала. Это Вероника Цыпкала. Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья. Девочки, мы могли предполагать, что сегодня на площади Бангалор, в парке Дружбы народов соберется такая огромная толпа. Спасибо, дорогие наши, что вы пришли нас поддержать. Для нас это крайне важно. Спасибо, мы гордимся тем, что мы белорусы. Мы гордимся, что мы часть такого великого народа. Мы чувствуем вашу энергетику каждый день, мы чувствуем вашу поддержку каждый день. И мы вам безмерно благодарны за это. Вы нам даете силы, вы нам даете крылья за спиной. Вы — это наш движок. Я бы хотела еще раз представиться. Меня зовут Вероника Цыпкала, и я представляю штаб своего супруга Валерия Цыпкала. Спасибо.
Сегодня мы все свидетели той ситуации, которая сложилась у нас в стране. Мы понимаем, что перемены неизбежны, и мы понимаем, что эти перемены — это как глоток свежего воздуха для нашей страны. Что у нас сейчас происходит в стране? Первый раз наша молодежь не хочет рожать и не хочет жить в этой стране. Каждый год мы теряем 40 тысяч наших граждан, которые уезжают в соседние страны в поисках лучшей жизни. Только подумайте, за последние 26 лет, за время режима нашего президента, наша страна потеряла 750 тысяч граждан Республики Беларусь. Вдумайтесь, 750 тысяч – это 2 областных города вместе взятых. Это Витебск и Могилев. Катастрофически в нашей стране падает рождаемость. В прошлом году наша страна сделала еще один антирекорд. В прошлом году родилось столько детей, сколько родилось в далеком 1945 году, когда наша страна лежала в руинах после Великой Отечественной войны. Вдумайтесь, нас становится меньше и меньше с каждым годом, и мы должны это остановить. Наша молодежь целыми семьями уезжает за границу в поисках лучшей жизни, потому что там свобода, там свобода слова, там лучшие деньги. А главное, там есть надежда. То, чего нет у нас, у белорусов. Они понимают, уезжая, что в той стране завтрашний день будет лучше, чем сегодняшний. То, чего у нас нету в Беларуси. И мы хотим это изменить. Действия нашей действующей власти во время этой президентской кампании у всех вызывает негодование, у всех вызывает возмущение. Посмотрите, что сделали с нами. 3 самых крупных, самых потенциальных и сильных кандидата. Их просто сняли, бесстыжим образом сняли с этой предвыборной кампании. Сергея Тихановского посадили всего лишь за то, что он выражал свою активную гражданскую позицию. Виктора Бабарыка, мы все знаем, что с ним случилось. Ему пытаются навесить какое-то сфабрикованное дело. Моего супруга не зарегистрировали в качестве кандидата, посчитав, что 50% наших с вами голосов – это несуществующие голоса. Власть признает, что 50% белорусов просто не существует. И мы не можем этого допускать. У всех наших кандидатов, у самой сильной тройки кандидатов, у них было свое видение о будущем Беларуси, у них были свои программы. Но, к сожалению, нам не дали озвучить эти программы. К сожалению, нас никто не услышал. И мы это хотим изменить. Все действия существующей власти указывают лишь на одно, что режим слаб. Они себя полностью скомпрометировали. Они боятся нас. Они боятся белорусский народ. Они прячутся за стенами своих замков, резиденций, частных самолетов и майбахов. И мы это хотим изменить. Всех нас объединяет лишь одна цель. Это цель смена действующей власти. Мы хотим перемен. Мы хотим видеть новые лица в нашей политике. Мы хотим видеть новые лица в нашем парламенте. Мы хотим видеть новые лица в структурах госуправления. И мы планируем со Светланой это изменить. Что мы планируем, что мы собираемся делать для того, чтобы эти изменения произошли? Прежде всего, как говорила и Светлана, и Мария, мы призываем вас всех прийти 9 августа на избирательные участки и проголосовать за Светлану Тихановскую. Мы понимаем, что сейчас лето и период сезон дач, отпусков, отдыха, ну, пожалуйста, первый раз за 26 лет мы вас очень просим, найдите время, придите на избирательные участки, проголосуйте, ведь это требуется всего несколько минут. Много времени вашего это не изменит, но это изменит судьбу нашей Беларуси.
Рассказывайте своим родным, близким, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вашим детям, кто достиг 18-летнего возраста, имеет право идти на голосование. Рассказывайте им и просто агитируйте их против досрочного голосования. Досрочное голосование в нашем случае означает фальсификацию. Даже если вас будут просить на работе, заставлять на работе, потому что многие из нас, большинство из нас, мы работаем на государственных предприятиях, знайте, что у вас есть право отказаться и не идти на предварительные выборы. Это ваше право, и это защищено законом. Мы также объединенным штабом призываем всех, максимально большое количество людей, становиться наблюдателями на этих выборах. Чем больше будет простых людей, чем больше будет нас, обычного белорусского народа, на избирательных участках, тем труднее будет членам избиркома и членам комиссии подтусовать и фальсифицировать выборы. Поэтому, пожалуйста, проявите свою гражданскую позицию, записывайтесь и идите наблюдателями на участке для голосования. У нас совместными усилиями штаба Виктора Дмитриевича Бабарика, усилиями нашего штаба создано много инициатив. И одна из таких инициатив — это «Честные люди». Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инициативой, прочитайте, участвуйте, не будьте безразличными. И еще самое главное, о чем я хотела напомнить. Работает? Работает. Сейчас не 2005 год, не 2010 и даже не 2015, сейчас 2020 год. А это означает, что мы живем в век информационных технологий. Это означает, что мы будем активно использовать информационные технологии при проведении этих выборов. В этот момент, пока я с вами разговариваю, нашим штабом, совместно с штабом Виктора Бабарика, проводится инициатива, называется «Хакатон». Это более 200 молодых, талантливых IT-сотрудников участвуют в этой инициативе. И цель этой инициативы, кстати, это сотрудники из разных стран, это наши граждане, которые живут сейчас и в Беларуси, и в Украине, и в Германии, и в России, но которые объединены одной целью. Это цель перемен в Беларуси. Цель этой инициативы «Хакатон» — это создание новых IT-инструментов, которые затруднят фальсификацию этих выборов. Поэтому, ребята, молодые, спасибо вам большое, спасибо, айтишники. Вы делаете большое дело для своей страны. И еще, последнее, о чем бы я хотела вас попросить. Посмотрите, вот сейчас у меня на руке белый такой браслет, да? Его можно сделать из абсолютно простых, доступных, подручных средств. Это может быть кусок белой ткани, это может быть кусок бинта, это может быть просто бумага, как у меня. Такой браслет вы сделаете самостоятельно за 2 минуты. Белый цвет означает чистота, изменения. Все те, кто против действующей власти, мы призываем прийти на выборы, и чтобы у вас на руке был вот такой белый браслет. Таким образом мы будем видеть, что нас большинство. Сегодня вся Беларусь, все мы вместе с вами, весь белорусский народ, мы стоим перед историческим выбором. Либо нам дальше продолжать жить так следующие 5, 10, 15, 20 лет. Я не знаю, сколько хочет оставаться эта власть при власти. Или мы остаемся жить так, как мы живем, когда власть использует наши налоги на покупку резиденции, самолетов, автомобилей, проведение спортивных мероприятий, цели которых никому не известна. Или мы пойдем все вместе в новую Беларусь, где белорусы будут жить достойно, потому что мы великая нация. И только вместе мы победим. Вместе в новую Беларусь. Вероника Цепкала! Верим, любим, можем, можем, любим, можем. Можем, любим, можем, можем, любим, можем, любим, можем,
друзья, кто собирался отдать свой голос за Валерия Цепкала? Поднимите руки. А кто собирался голосовать за Виктора Бабарика? А кто пойдет 9-го и отдаст свой голос за Объединенного? Единственного кандидата Светлану Тихановскую. Поддержим, друзья, громче! Света, 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 Света! Не знаю, насколько это законно, но хочу спросить, друзья, маленький соцопрос, да, это сейчас тоже запрещенное слово, нет? Или нет? Ладно, давайте назовем это по-другому. А ваше мнение какое? Скажите, пожалуйста... Что я хотел спросить, уже забыл. Скажите, пожалуйста, есть ли здесь честные люди? Поднимите руки. Кто считает, что он честный человек? Есть, отлично. Итак, дорогие друзья, надеюсь, что многие из вас знают инициативу «Честные люди». Это сообщество честных людей, которые предлагают свои методы решения проблем, которые стоят на выборах 2020. По этому поводу, друзья, я, во-первых, хочу обратить внимание на экран, где будет небольшой ролик, и после этого Илья, представитель сообщества «Честные люди», даст немного информации об этом. Итак, друзья, внимание на экран, честные люди. Хочешь выборы по чесноку, но у тебя их нет. Но ты можешь сделать их. Ладно, ты не можешь, но мы все вместе можем. Тема такая: мы все вместе берем и приходим на участки и наблюдаем. На участках почти 6000, а нас будет 200 000. Мы просто будем смотреть, чтобы все было по чесноку. Если кто-то что-то, мы ему: ку-ку, алло, это же наша страна тоже. И он такой: ой, извините, привычка. И все сделал правильно. Короче, план настолько простой, что обязательно сработает. Пройди по ссылке, мы расскажем, как стать наблюдателем. Мы вроде как разобрались. Будет круто, если пойдут вообще все. Расскажи про идею своим друзьям прямо сейчас. Всем привет! И наблюдаем по чесноку. Я хочу для начала ответить вопрос, что такое сообщество честных людей и кто эти люди. Вы можете поднять руки те, кто считает, что здесь он честный человек. А можете поднять вторую руку те, кто хотят честных, прозрачных выборов. Ну, в общем-то, мы ответили на первый вопрос. Кто такие честные люди? Это сообщество людей, которые хотят проконтролировать честность и законность выборов. Что мы будем делать с вами? Каждый из нас слышит, что идти на выборы не определено, что уже как будто бы за нас проголосовали. Даже говорят нам, что это чужой монастырь, в который нам нельзя ходить. Нам даже говорят, что уже есть результат, которого мы не ожидаем. Так вот, если мы хотим это поменять, мы все сегодня должны начать действовать. Есть простые вещи, которые мы должны сделать. Первое. Мы должны посчитать явку на выборы. Второе. Мы должны зафиксировать все нарушения, которые будут происходить в этот день. Третье. Мы должны сами позаботиться об альтернативном подсчете голосов. Для этого наша команда предложила механики, я расскажу позже о них. Что хочется сказать. Сейчас у нас вы увидели видео, в котором рассказывалось про наблюдателей. Наблюдатели — это люди, которые будут осуществлять все то, о чем мы говорили. Вот в той части нашей площади есть наш стенд «Честные люди», отсюда вижу их фриз. Там вы можете почитать больше информации, поговорить с ребятами. Они вам расскажут подробнее об этом. Да, устроим настоящую бурю эмоций, гром оваций, аплодисментов для 3 женщин с остальными сами знаете чем. Это лицо.
Начинаются проблемы с электричеством даже, друзья. Вероника Цыпкова. Мария Колесникова. И кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Мои родные люди, вам всем огромное спасибо, что вы пришли сегодня к нам на агитационный пикет. Пришли, чтобы нас поддержать, чтобы мы увидели, какая за нами стоит сила. Каждый из нас, из дам, которые здесь, чувствует эту силу. И ваша сила придает сил и нам. Нам бы было крайне сложно вырулить из этого всего, если бы мы не видели вот сейчас ваши горящие глаза. Мы идем за новую, честную, спокойную Беларусь. И вы нам в этом помогаете. Вся сила в вас. Спасибо вам большое. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни. Спасибо. Объединенные штабы кандидатов Виктора Бабарика, Валерия Цыпкала и Светланы Тихановской. Лица новой Беларуси. Спасибо! Друзья, что может сделать каждый из вас? Нас много, но, в общем-то, вы знаете, есть много деревень, есть ваши бабушки и дедушки, которые не подключены к интернету. Вместе, ребят! Еще раз напомню, за все провокационные действия, преступления, будет страдать не тот человек, который это делает. Леша, машина пришла. Двигаемся к нему. Да, идем. Вероника, а вы